воскресный смертный свет, и свет по правой сущий добрый Бога. Кирсы Дулков, Шарахов, Сравов, Срадаяй, Адам Приказа, Абсаза, Кирсы Дулков, Шарахов, Абсаза, Срадаяй, Адам Приказа, Абсаза. Спасибо. Христос воскресе. Сожмитесь. После небольшого перерыва, мне кажется, с марта месяца, да, с вами встречались. Вот это постовое, да, Великий пост был еще. Вот мы с вами, Марк, Библию, кто желает, пожалуйста, вот если еще вот сейчас вот Писание. Сейда будет читать, кому кто-то достаточно. Куда свой там продолжает? Так, мы с вами остановились на 10 главе, да? Да. 10 глава, 8 стих. Значит, смысл всего происходящего мы с вами уже начинаем потихонечку понимать. То есть мы с вами очень хорошо, детально, подробно разобрали состояние человека до грехопадения и после грехопадения. И, соответственно, в этом же контексте состояние фараона. Что означает вот это вот ожесточение сердца? Мы с вами подробно об этом говорили, да? Господь ожесточил сердце фараона, это едва ли не такой камень преткновения в современной нашей восприятии в современном Священного Писания. И исходя из этого, многие люди, вот читая подобные переводы, синодальные переводы, новые переводы, часто задаются вопросом, ну как же так, вот Господь ожесточил сердце, а потом Он посылает казни, и это неправильно, и это несправедливо, и это безнравственно, и такое не должно происходить, и так далее, и так далее. Мы с вами на все эти вопросы подробно на предыдущих наших встречах отвечали, разъясняли, их рассматривали. Сегодня мы продолжаем, мы подходим уже к концу казни или суды, мишпат, да, мы с вами говорили, это вот эти вот 10 явлений, которые заставят египтян отпустить народ. Вот фараон никак еще пока вот как происходит процесс созревания, но никак не созреет. И это тоже, конечно, характеристика самого человека и человеческой природы. Как только человеку плохо, он у нас что делает? У нас обращается к Творцу, ко Всевышнему, пытается исправить ситуацию. Как только невзгода, пагуба, казнь не имеет значения, что проходят мимо, человек точно так же возвращается, ну вот как Господь говорит о возвращении там, свиньи на свою, да, вот, и собаки тоже вот, в свою грязь и так далее. Вот точно так же и человек возвращается в свое естественное состояние. Какое у человека естественное? Вот для нас с вами каково естественное состояние? Это состояние после грехопадения, то есть когда мы предоставлены сами себе, вот буквально полоскаемся в наших страстях. Вот буквально каждый день. Вот открываем глаза, закрываем глаза, даже когда спим. Вот просто находимся в нашем обычном, падшем, падательном состоянии. И вот этот процесс, в него входят изменения только при одном условии. При каком условии? Да. При том условии, когда восстанавливается, мы часто с вами об этом говорим, восстанавливается связь с Творцом. Потому что, когда мы говорим о чем-то добром, о чем-то благом, о чем-то прекрасном в нашей природе, то это всегда определяется словом благодать. Благодать, то есть дар. И пророк Моисей, он описывая эти события, конечно, под непосредственным благодатным воздействием Святого Духа, он ведь не просто так нам хронологию описывает, как они вышли. Да? Мы с вами говорили, что история этого народа, она несколько искусственно выглядит, она не как у всех прочих. То есть для всех остальных необходимы не каких-то там пара столетий, а тысячелетий, чтобы сформировалась общность, язык, да? Государство, традиции какие-то сложились. Здесь же все идет в таком несколько форсированном порядке. Почему? Потому что народ создается кем? Богом.
Совершенно верно. То есть это непосредственное действие, поэтому Господь и говорит, это мой народ. Я вас избрал. Не вы там образовались и обратились ко мне, как воспринимает человеческое сознание, да? А я вас избрал, я вас вывел, я вас привел. И так далее, и так далее. То есть я о вас забочусь и прочее, прочее. Вот, исходя из этого, сейчас народ находится в каком состоянии? В состоянии рабства. Исходя из этого, мы наблюдаем какой процесс? Процесс, когда Господь из состояния рабства народ выводит. Это прообраз того, как в будущем, далеком или недалеком, но тем не менее в будущем, что произойдет? Все, да, совершенно верно. Все человечество будет выведено из этого состояния рабства. И вот мы с вами остановились на 8 стихе. Да? Значит, у нас сейчас казни заканчиваются, завершаются. И вот, пожалуйста, 8 стих. Моисею и Аарону велели вернуться. Да. Вот они возвращены. Почему возвращены? А уже, знаете, уже не просто там народ, не просто рабы страдают, уже чиновники страдают. Да, и мы с вами говорили, что эти самые чиновники говорят фараону. О чем? Ну, реши ты эту проблему. Ты что, не видишь, мы все от этого страдаем. Да? А игнорировать вельмож, игнорировать сановников фараон не может. Никакой фараон не может игнорировать своих сановников. Да. И они ему, мы слышали, они к нему обращаются с этими словами, со словами: ты что, не видишь, и мы гибнем, и страна гибнет. И мы с вами подробно это разбирали. А не видит. На самом деле не видит. Почему? Потому что отнято это зрение, да? Он в каком состоянии находится? В состоянии противодействия Богу. В состоянии противодействия Богу человек адекватно реальность не воспринимает. Это совершенно обычное состояние для человека, то есть он не видит, он вот в этой парадигме адекватный адекват, он неадекватен. Потому что с источником блага, с Творцом человек не находится в единстве. А как он может быть в творении, да, как-то соответствовать каким-то параметрам вот этой самой реальности? Не видит, не слышит, не понимает. Соответственно, от непонимания не может и сделать правильных шагов. Вот проблема власти в Египте на этот период вот такая. И поэтому их возвращают, поскольку страдают уже все. 9 стих, пожалуйста. Фараон сказал им: идите, совершите служение своему Богу Господу. Кто из вас пойдет? Моисей ответил: мы пойдем все, молодые и старые, с сыновьями и дочерьми, с овцами, козами и коровами. Ведь это у нас праздник Господень. Да, вот этот вот самый праздник Господень, Хаг, да, это и праздник, и праздничная жертва. Одно без другого не бывает. Да? Если праздник, то обязательно что-то закалывается, что-то приносится в дар Творцу. Да? Мы уже с вами о жертве говорили очень много. И, конечно, что-то съедается. Тут такой фестиваль, такой праздник должен произойти. И поэтому в этом процессе участвует не просто какой-то один человек. В этом процессе участвуют не только какие-то представители, да, выборные из этого вот народа, жрецы, там, предположим, или вожди, или вот гендерная градация, да, мужское там, или женское, да, вот. Нет, присутствуют все. Более того, не просто присутствуют все, а имущество в полном. Вот, кстати, почему? Да. А что у них имущество? Они же кто? Они кто по своей, да, деятельности? Их почему в этой земле Гешем поселили? Они скот поставляли во дворец. Но поскольку их предки тоже были, вы помните, да? Они не землепашцы, они именно вот, да, скотоводческое племя. И что? Они идут с тем имуществом, которое, а это имущество, оно в дары приносит. Что человек имеет, то он в жертву и приносит, да? Если ты там же, мы с вами говорили о Каине и Авеле, помните, это первое жертвоприношение. То есть один из них
который был землепашцем, от тука земли, то есть лучшее от тук жир, да, лучшее от того, что произвела земля, принес, а Авель от первородного скота. Да, первородное это вот первое, что рождается у скота, да, или первое, что первые плоды, которые появляются на деревьях, первые саженцы, которые выходят, это вот собиралось и приносилось в жертву Богу. Все остальное уже потреблял сам человек. Но, соответственно, народ должен выйти с чем? Со всем своим имуществом. И поэтому Моисей особо подчеркивает, что и сыновья, и дочери, они не остаются за, да? И овцы, и козы, и коровы, то есть имущество, оно тоже пойдет с нами для совершения хак, жертвы, да? Так, 10 стих, пожалуйста. Но фараон засмеялся, чтоб Господь вас так же защищал, как я отпущу вас вместе с вашими детьми. Шутка. Вот она, шутка. Чтобы он вас так защищал, как я отпущу вас всех вместе. То есть, почему смеется фараон? Мы с вами говорили, это глава государства, он заботится о благосостоянии, благополучии своего народа. Да? Это рабы. Это не просто служащие, не просто там сотрудники, не просто какой-то самый низший слой, это рабы. Да, соответственно, рабы, кто же добровольно в рабовладельческом государстве откажется от рабов? Да, там ведь никаких социальных революций не происходит. И поэтому фараон смеется. Да, ну, конечно, отпущу я вам детей. Дети, потомство и родня, женщины и старики, это всегда, ну, вы знаете, института монадства, да, это всегда заложники. Это всегда заложники, они всегда остаются под рукой, если их глава семейства, ну это в основном были лица мужского пола, как-то не так себя поведут, ну вы знаете, кто будет расплачиваться. Вот. Соответственно, шутка, чтобы он вас так защищал, как я вас отпущу с детьми. И далее. Смотрите, как бы вам в беду не попасть. Ну, вот такая ирония со стороны египетского царя, да, то есть дословно недоброе вам предстоит, что-то нехорошее с вами может случиться, говорит он. Вот. Перед лицом вашим, то есть фамим перед вашим лицом, что-то может произойти недоброе. 11 стих. Пусть одни мужчины пойдут и совершат служение Господу, как вы просили. И Моисея с Аароном прогнали прочь. Ну вот отношение фараона, да? Я хорошо понимаю, что вы затеяли что-то там у себя. Для меня это не является загадкой, прежде всего. А я вижу наперед все ваши домыслы и помыслы. А уж коли так, пойдут кто? Мужчины, заложники все останутся, имущество останется. И разговор дальше не продолжается. Аарона и Моше выгоняют. Во-первых, они рабы. Что с ними долго разговаривать, да? Вот. С точки зрения религиозной, это, конечно, тоже такое секулярное разделение, обычное разделение, да, вот для Египта, да и для нашего времени. Но представительские функции выполняет все-таки мужская часть. Чего уж там говорить, да? Представительские функции выполняют зачастую, а уж если говорить о древности. Вот. И вы вот пойдете, помолитесь, вам нужно помолиться, пожалуйста, идите, помолитесь и решите. То есть государство регулирует религиозные практики. Если фараон регулирует религиозные практики в Египте для природных жителей, для даже своих сановников египтян, да, в Израиле, то уж тем более у рабов, как им там молиться, конечно, решать будет кто? Царь. То есть государство. Где молиться, когда молиться
и как молиться. И кому молиться? Ну вот в данном случае, как бы после казни, пожалуйста, молитесь там своему Богу, да, слава Богу, они для себя это уже получили право. А вот все остальное регламентирует кто? Государство. В специально отведенных местах, там в пустыне за Египтом. Но это у фараона. А народ-то принадлежит не фараону. Да, с социальной точки зрения мы с вами говорили, они рабы. То есть вот по законам этого мира, по законам, я не знаю, политики, экономики, да, вот этих вот мощнейших, фундаментальных понятий, они рабы. Но с точки зрения Всевышнего, они его народ. Что бы там ни думал себе фараон, что бы там ни думали себе представители Египта, это народ избранный. Поэтому у Бога несколько иначе. Следующий стих. Господь велел Моисею: занеси руку над землей египетской, и придет саранча, и поест все растения, уцелевшие после града. Да. Для вот сельского хозяйства, я думаю, мы с вами уже говорили об этом, все эти насекомые и все прочее, конечно, это очень серьезная пагуба. Да? В Апокалипсисе Иоанна Богослова Авадон, мы с вами это слово рассматривали, да, гибель Авадон, это имя царя из бездны, простите, это имя ангела, исходящего из бездны, да, который несет пагубу на землю. И дальше сказано, он царь саранчи, царь вот этих вот животных и так далее. Почему? Потому что это катастрофа, это вот не просто там какое-то биологическое явление, это для сельского хозяйства серьезнейший урон. Ну, теперь мы знаем, да, что это такое, да, вот, поэтому особо много, как бы, говорить не приходится, мы сами теперь являемся свидетелями. А вот теперь, значит, что здесь произойдет? Подними руку, да, над землей египетской. Мы с вами часто говорили, что здесь есть еще и такой соревновательный элемент, потому что в Древнем Египте все пронизано религией. Что значит занеси? Раб занесет руку над землей. Земля египетская принадлежит рабу. Да, тут достаточно своих богов, да. А из пустыни ничего злое налететь не может, потому что огромное количество храмов Сету посвящено, да, вот этому вот богу этого пустыни, да, и так далее, и так далее. То есть у нас есть свои боги, а эти боги регулируют, да, вот как бы все наши представления, ну, свои мифологемы развиты. Вот, и как это раб Моше занесет руку над... Представляете себе, какое оскорбление? Оно, знаете, оно не только национальное, оно еще и прежде всего религиозное, потому что евреи не молятся в храмах египтян. Они не там нет никакой вот этой ассимиляции, да, такого процесса не происходит. Они не молятся в храмах египтян, они молятся какому-то своему богу. Раз. То есть они не разделяют с нами наших религиозных убеждений, они чужие. И второе, это евреи, это египтяне. Это разделение этническое. Да? Вот если его, все эти разделения, ну, кроме того, рабы, господа, если вот все это соединить в совокупности, что у нас получается? То он не просто оскорбил, он оскверняет землю. Помните, он поднимал руку к небу, там град шел и прочее. Жрецы молились, ничего не вымолили. А теперь руку над землей египетской, и по его, Моисею, действия что-то происходит с этой страной, которая является, ну что, средоточием, оплотом цивилизации древней. Египет – это центр древнейшей цивилизации. Что, какой-то раб, как это? Это осквернение с точки зрения египтянина, с точки зрения Мицрим, всего народа египетского. Это скверно. Этот инородец, он оскверняет землю. Вот он поднимает руку, и Господь ему говорит: и придет саранча и поест все растения, уцелевшие от града. Вы помните, еще один мишпат, еще один суд был предыдущий, это град, который уже побил. Вот все, что он побил, ну, может быть, что-то там и уцелело, теперь будет уничтожено. Вы представляете, да? Вы представляете, что это за казнь?
Следующий стих. Моисей простер посох над землей египетской. Вспомните, это тот посох, который ему дал в пустыне. И Господь послал на Египет восточный ветер. Ветер дул весь день и всю ночь, а на утро принес с востока саранчу. Вот. Опять вышел раб, воздел свой посох и подул восточный ветер. Вот, Кадим. Веруах Кадим. Кадим — это восток, восточный. Ветер дует именно оттуда, куда должны уйти евреи. Да, вот мы с вами говорили о земле Гешем, они же живут на востоке, да, на северо-востоке Египта. Вот ветер дует именно с той стороны, куда они должны пойти помолиться. Обратите на это внимание. Следующий стих. Пришла саранча на землю египетскую и заполнила всю страну. Саранчи было столько, сколько прежде никогда не бывало и после не будет. Да, вот это вот очень важная вещь. То есть в истории Египта, конечно, уже были такого рода катаклизмы. И не раз, да, и не два, и не три, это все уже было. Но у нас сейчас что? Того, чего еще не было и не будет. То есть это такая пагуба, которая из разряда уже обыденных, знакомых, ну, что говорить, циклы природы нам всем известны, да? Циклы природы всем известны. Бывают, это как кардиограмма, да? Бывает всплески, там, синусоидные и прочее, да, вот. Бывает вверх, бывает вниз, бывает урожайный год, бывает средний, бывает неурожайный, да. И саранча, конечно, в истории Египта тоже была. Но вот это явление отличает кардинально от всего предыдущего. Очень сильно отличает. Далее. Всю землю она покрыла, черной стала земля. Саранча поела всю траву и все плоды на деревьях, все, что уцелело после града. Не осталось по всей земле египетской ни зеленой травы, ни листьев на деревьях. Да, вот представьте, какое явление, да? Как это вы сейчас назвали? Сильнейшее биологическое оружие применено. Да, вот посмотрите, то есть вот все уничтожено. И, конечно, при всех этих делах тоже обращаются к богам. Что же боги, кстати, по поводу богов, сейчас, одну секундочку. Ты за богами пошел? Ну вот есть Осирис, да, вот есть разные боги, мы всегда, каждый раз, каждым богом символ вот этот вот, обратите внимание, Анх, да, крест, вот он, вот он. Вот он всегда присутствует, он постоянно присутствует, везде и всюду, да, вот, вот он. Мы с вами говорили, символ вечной жизни, символ возрождения и так далее, и так далее. Я обещал вам показать, вот так он выглядит. Марк, вы можете передать. Посмотреть, потрогать. Вот. Ну, это сувениры, вы можете не пугаться, не используется в наше время. Да. Вот у нас есть боги возрождения, да, есть Осирис, бог урожая, плодородия. Вот с этим Анхом мы его видели. Есть Ра, ему посвящен какой город? Гелиополь, помните его? Гелиополь строили. Вот. Есть много-много других богов, вот, соединенных культов. Вот. Это все теперь в руинах. Это все теперь руины. Ну, наверное, туристов, наверное, возят, я думаю, скорее всего, но это все руины. И вот ничего как бы не помогает. То есть происходит тот же самый процесс, который мы наблюдаем в период предыдущих казней. Идет такое некое вот
средостение, да, между чем? Между религией, которую исповедуют Моше и Аарон, и религией, которую вот классическая, да? Ну вот есть у нас боги, мы поклоняемся, они отвечают на наши запросы и так далее, но вы заметите, после определенного периода о жрецах уже речи никакой нет. То есть предыдущие разы, да, там до 3-4, они еще пытались как-то показывать, что со своей стороны, что это обычное природное явление, мы тоже можем ими управлять. Помните, там и посох змеи и прочее, да, фокусы разные показывали. А теперь уже все, их даже не упоминают. По какой причине? А потому что все это пусто. Пусто, да, люди разочарованы, уже такие, они взывают к богам, они молятся, культ-то никуда не делся, да, это все происходит, а результата-то никакого нет. Что такое живая религия? Живая религия подразумевает живое общение со своим Творцом, а когда только в одностороннем порядке что-то происходит, ну тогда вот как, да? Вот то, что вы держите в руках, это анс, или как его еще называют, коптский крест, в коптской церкви он тоже используется в наше время в качестве самого, как крест. Он известен как древнеегипетский иероглиф и очень-очень значим для древних египтян. Вы знаете, что сегодня вот это вот копты, собственно говоря, да, наследники этой цивилизации, потому что арабы, они пришли и завоевали там в 6-7 веках, завоевали Египет. Вот. Другое его название «ключ жизни». Но почему ключ, вы видите, да, если взять его за круглую часть, то он вполне, да, если взять за круглую часть, он вполне похож на что? На ключ, да, вот его можно как-то, да. Он также называется ключом Нила, потому что от уровня Нила, вы помните, зависела жизнь, да, египтян. Он также называется крест с петлей, египетский крест, узел жизни. Во всей точности, иероглифы, да, понять смысл, вот точно, что какой-то египтолог вам объяснил, что это такое, как он используется и так далее, но сегодня, как вы понимаете, из-за вот этого разрыва между нашими цивилизациями, это невозможно. Сегодня это всего лишь набор предположений на этот счет. Что это такое? Вообще он... В целом он воспринимался как символ вечности, вот, символ вечности, символ бессмертия. Поэтому вы видите, у каждого бога, которого мы с вами рассматриваем, да, в руках этот символ. Боги бессмертия. Вот. Это еще и защитный знак, и он, как вы видите, на всех практически вот фресках, которые мы видим, он везде используется на храмах, на различных предметах и как амулет. Да, у многих на Кавказе тамги подобные, да, вот есть даже, мы вот недавно с этнографами смотрели, даже некоторые фамилии такой танг как в качестве тавро использовали на животных, да, чтобы отличать. Да. Так что это достаточно распространено не только в Египте. Сегодня в коптской церкви это крест, он уже изображается на храмах христианских. Вот, пожалуйста. Это древние мученики, да, и вот посмотрите, и с одной стороны, вот, и в одной, и в другой части, да, вы видите, какие кресты. Ну да, такие же. Да, вот. Все про саму учебу. Читаем. Так, продолжим. Фараон спешно позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Виноват я перед вашим Богом Господом перед вами. Но простите меня и на этот раз. Попросите своего Бога Господа убрать от нас эту пагубу». Моисей вышел от фараона, попросил Господа, и Господь послал с запада очень сильный ветер, который унес саранчу и утопил ее в Черном море. Да. Не осталось саранчи в пределах египетских. Да, вот, значит, это слово у нас звучит Ямасуф. Суф — это тростник.
то есть прилетел он с востока, да, Да. этот ветер, а унес куда? Назад. Нет. Совершенно Послал верно. в запад. Да. То есть куда? В Тростниковое море. Тростниковое море сегодня очень локацию Красного, то, что мы потом позже стали называть Красным морем, Ямасов, вот локализировать сейчас это очень непросто, что это за территория, потому что там и каналы некоторые пересыхали, и озера некоторые пересыхали, то есть менялся ландшафт, это надо понимать, достаточно много времени прошло с тех пор, поэтому очень сложно сказать, где этот Яма-Суф находится. А Черное море это что? Черное море. Вы наше имеете в виду? Нет, ну куда это саранча, куда вы? Нет, оно не черное. Черное, то есть красное. Это наименование несколько архаичное, да. А дословно, оно звучит вот так. Ямасуф, тростниковое море. Ну, понятно, что у них тростники, заросли тростников, да, по всем этим каналам шли, и поэтому они так и называли. Озера какие-то. Да, унесло в тростниковое море. Это вот то море, которое потом будет переходить. Ну, это Моисей. Да, совершенно верно. А к чему вы переходите? Так, следующий стих. Но Господь сделал так, что фараон продолжал упорствовать. Да, что это такое, это понятно, да? Это понятно, что значит Господь сделал так. То есть Господь оставляет фараона в его естественном состоянии. Далее. Не отпустил он сынов Израиля. Господь велел Моисею: воздень руку к небу, и тьма настанет по всей земле египетской. Пусть ходят во тьме на ощупь. Да. Вот машаш, ощупывать, трогать, ощущать, осязать, обыскивать, ходить ощупью. Дословно это звучит так. И осязаемой, то есть непроглядной будет тьма. Да, тьма такая, что топор можно повесить. Да, вот, тьма густая, Да. осязаемая тьма. Вот буквально это звучит так. И смотрите, опять простри руку к небу. Мы уже говорили о богах неба, да? То есть он показывает, что и небо, и земля, и животный мир, они подчиняются, руководствуются, руководятся не богами, которым поклоняется весь Египет, а тем Богом, о котором фараон сказал: кто это такой? Я не знаю его. Что это за божество? Я не знаю его. Что это за Адонай Господь? Да? Что за Адонай Элохим? Вот именно этот, которого не знает фараон, именно этот, которого не знает Мицраим, именно он наводит вот эти казни. То есть руководит жизнью и Нила священного, и земли священной, и неба священного, и солнца священного, в общем, всего священного, чему они поклоняются. Таким образом, это тоже своего рода такой апологетический процесс, да? При помощи, мы говорили, демифологизации, то есть разрушения мифов, в которых живет вот эта цивилизация. Что происходит? Люди обретают знания, и настоящие, истинные, твердые, религиозные знания. Сейчас идет просто процесс разрушения предыдущих мифов. Вот это машаш, да, осязаемая тьма наступает. Далее. Простер Моисей руку к небу, и на 3 дня по всей земле египетской настали тьма и мрак. Не видели люди друг друга, 3 дня с места двинуться не смогли. Светло лишь было там, где жили сыны Израиля. Вот, пожалуйста. Ну вот так не бывает. Вы знаете, вот обычные явления, связанные с затмением солнца, я не знаю, какими-то там этими облаками, какими-то специфическими, да, вот там пытаются объяснить, что было какое-то извержение вулкана, поднялись, ну хорошо, клубы там, да, предположим, каких-то частиц закрыли солнце. Ну как это, вот там, где живут, значит, египтяне, там закрыл, там, где живут евреи, там не закрыл. Так не бывает. Если это природное явление, то оно одинаково для всех жителей. Оно не может быть избирательным.
А здесь мы видим, что оно избирательно. Избирательным не бывает природное явление. Натура, природа, она так не действует. Значит, этим явлением руководит. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну вот смотрите, здесь, значит, Машаш это у них, да? Гая Ор, вот пишет Моисей. Что там? Свет был, вот где жили они, да? Где жили евреи. Это вообще-то и объяснение и внутреннего состояния этих людей. Ведь когда Бог творил мир, мы с вами это проходили, сказал Бог, да будет свет, да, и отделил Бог тьму от света, да, хошех от ор свет, хошех тьма, и назвал Бог свет ночью. Состояние людей теперь еще и с точки зрения достаточно видимо объясняется. Евреи ходят во свете, у них день, а египтяне пребывают во тьме, у них ночь. Вот то, что мы называем с вами язычеством, да, то, что мы с вами называем идолопоклонством, это, конечно, для сознания, для души, для сердца, это абсолютный мрак. Полный мрак. Обожествление сил природы, собственных, чужих, героев. Я уже не говорю о звездах, там, атмосферных явлениях, горах, земле, дереву и так далее, и так далее. Все, что нас окружает. Обожествление природы, обожествление, поклонение природе как Творцу, служение человеческих сил природе – это абсолютно мрак. Только душа, находящаяся в этом мрачном состоянии, она, вот, собственно говоря, у него вот эти ориентиры, векторы сбиваются, и начинается служение природе. Но это естественный процесс после грехопадения. Почему? Почему после грехопадения? Потому что светом люди уже не видят. Да. И искусственный свет воспринимают как божество. Потому что природа-то это всего лишь сотворенное. Да? Космос это всего лишь творение. И вот в этом состоянии мрака человек творению отдает силы и энергии, которые должны взаимодействовать с Творцом. Да, совершенно верно. И таким образом, ну вот по нисходящей происходит, если говорить об эволюции, это инволюция, да, то есть это не развитие, это наоборот, это вот деградация. Что происходит с человеком? Ну, что, казалось бы, плохого в язычестве? Да? Ну, поставь ты, обожестви ты камень, дерево, не знаю, реку, море, звезду, чего бы там ни было. Мы говорим о разрушении связи. Да? Мы с вами термин религары, да, рассматривали. Религары есть связь. Да? В переводе с латыни это связь между высшим и низшим. Вот когда эта связь нарушается, что происходит с человеком? Он гибнет. Человек гибнет при нарушении связи. То есть вот все эти умственные, интеллектуальные спекуляции на тему вера есть, религию не признаю, там еще что-то. Ну это понятно, в эти игры можно играть, но при отсутствии связи с Творцом, что происходит с человеком? Человек аннигилируется, разлагается, от него ничего не остается. Человек – это образ Бога, это не образ звезды, это не образ огня, это не образ дерева, да? Это образ Бога. И
КПД, понимаете, никакого нет. То есть, вот, вы знаете, мы с вами об электроэнергии часто говорим, да, вот, крутится машина, вырабатывает, да, электричество. Ну, вот, ну, она вырабатывает, она вот, дает электричество, ну, соответственно, мы им пользуемся. Человек, который поклоняется природе, он обратно ничего не получает. Вот отбросьте все эти романтические представления, да, вот, которые там, можно неоязычество, всякая натурофилософия и прочее, прочее. Если все отбросить, практикой заняться, вот просто практикой, она ничего не дает. То есть человек свою энергию тратит, кем данную? Совершенно верно, Богом. А тратит куда? Никуда. На природу. Никуда. То есть, вы понимаете, вот почему вот Илья, там, апостол Павел или прочие, они когда говорили, когда эти языческие народы поклонялись своим богам, кричите громче, может быть, они спят, может быть, не слышат вас. То есть человек не может выстраивать отношения с природой, почему природа не отвечает взаимностью. Человек-то воспринимает чувствами и потом разумом это все рассматривает. Природа не отвечает на чувства для того, чтобы анализировал его разум это, или воспринимал это сердце. Она не дает такого ответа. Она такого ответа не дает. Она в ответ молчит. А человек тратит энергию. И происходит что? То есть Господь дает, а человек да, растрачивает. Совершенно верно. Человек растрачивает. Он никуда ее в пустоту пускает. Да? Общаться с камнями, общаться с деревьями, общаться с реками. Ну вот общайся с космосом. Да? Ну какой ответ? Так, следующий стих. Фараон позвал Моисея и сказал: идите, совершите служение Господу, но скот ваш мелкий и крупный пусть останется, а дети пусть идут с вами. Потихоньку происходит вот этот процесс созревания, но мы с вами наблюдаем, конечно, классический ток. Да? Вначале пойдете там вы с Моисеем, но пойдете вы там с мужскими этими останутся, ну теперь с детьми пойдете, имущество останется. Ну вот как бы фараон, конечно, да, пытается сохранить собственное государство, как он думает, не отпуская, как он опять-таки думает, этих рабов. Да? То есть идет вот какой-то компромисс. Что отвечает Моисей? Моисей ответил: ты должен отпустить с нами скот, чтобы мы принесли нашему Богу Господу жертву всесожжения и пиршественные жертвы. Ну это же естественно, как они выйдут с детьми, да, но без жертвоприношения. Что они там в пустыне будут с детьми делать, да? Вот, поэтому, конечно, с точки зрения логики это понятно. Это понятно. Буквально это звучит так. И также наш скот пойдет с нами. Дальше прочтите. Весь наш скот Да. единого животного должен пойти с нами, и уже там на месте мы отберем, что принести жертву нашему Богу Господу. Ведь пока мы туда не придем, мы не узнаем, каких животных принести Господу в жертву. Буквально так звучит. И также наш скот пойдет с нами, не останется ни копыта на земле Египта, чтобы совершить служение Господу Богу нашему. А мы не знаем, чем совершить служение, пока не придем туда. 27 стих. Но Господь сделал так, что фараону постал по-прежнему. Не хотел он их отпускать. Да. Ну, фараон не хотел, естественно, отпускать. Он все измышляет, это потери невосполнимые, те восполнимые, но тут хотя бы скот мог остаться, посчитали, может быть, министр финансов раскладку дал, вот, министр экономики, сельского хозяйства. Они составляли вот эту рабочую силу, других людей там не было. Вот когда они выйдут, сколько их было? Ну сколько? Не больше, чем египтяне. 500 000, да? 500 000, да, но египтяне не работают. Вот вы поймите, что в чем вся проблема. Если ты отпускаешь раба, то тогда кто будет, простите, землю, эти, как его, города строить, пирамиды таскать и прочее. Ну не работает. Представляете, что они сохранили эту память
следующий. Уходи, сказал фараон Моисею, и впредь ко мне не являйся. Явишься, умрешь. Да, вот тут уже впервые появляется. Ты, Другой сказал. да, то есть раньше они просто их изгоняют, а теперь явишься, умрешь. Убью. Да, то есть убью тебя, если увижу снова, потеряешь жизнь свою. Ну, это понятно, то есть состояние, я думаю, описывать как-то, осмысливать как-то особо, тут ничего не нужно. Понятно, в каком состоянии фараон, понятно, в каком состоянии находится Моисей. Кстати, о состоянии Моисея. А каково Моисею и Аарону? Каждый раз приходить, каждый раз пагуба наводит. Но это и для них, конечно же, это и их веру подкрепляет. Они-то видят, что на самом деле происходит, да, по слову Господа. Они-то в этом укрепляются, но с другой стороны, ходить каждый раз туда-сюда. Да? Кому? К фараону? Да, еще и кому. Ну и терпеть вот эти вот все, да. И, ну хорошо, что отвечает Моисей? Моисей ответил, как ты сказал, так и будет. Больше я тебя не увижу. Как ты сказал, так и будет. Больше я тебя не увижу. То есть по твоему слову будет. Не хочешь видеть, не увидишь. Запомните, пожалуйста, этот ответ Моисея. Вот, сейчас мы скоро с ним столкнемся. Мы начинаем 11 главу, следующий стих, первый стих, пожалуйста. Господь сказал Моисею, новую беду обрушил я на фараона и на Египет. Вот тогда фараон вас отпустит, и не просто отпустит, а выгонит. Да. Дословно так. Еще одно бедствие наведу я на Паро и на Мицраим. После этого он отпустит вас отсюда. Когда же он отпустит вас, он полностью силой изгонит вас. Силой изгонять — это не просто отпустить. Силой изгонять, да, это вот... Это что? Что я... В общем, как это говорится, 24 часа тебе на сборы, вот и все, и ты должен как бы... А тут буквально так и будет. Буквально так и будет. Но здесь что происходит, друзья мои? Здесь, конечно, прежде всего, ну вот гараж. Гараж — это не тот гараж, где машины делают. Гараж — это изгонять, глагол выгонять, быть выброшенным, прогонять, быть прогнанным. То есть вот что с вами сделают. Вас не просто отпустят, вот те, которые вообще торговались там и прочее, они вас вот. Что происходит? Это исполнение обетования. Вы вспомните. Вы вспомните, пожалуйста, вот книгу Бытия мы с вами проходили, 46 главу. Израиль узнает, что его сын Иосиф второй после фараона сановник Мицраима. Он переселяется, но переселяться в чужую страну со своим потомством — это, конечно, пользно. Египтяне не друзья. И Господь, конечно, происходит, что это теофания, богоявление. Господь должен укрепить человека, чтобы он спокойно отправился по пути. И что? Израиль отправился в путь со всем, что у него было. Он бедуин. Пришел в Вирсавию, вы помните это место, и принес жертвы Богу. Кому? Богу своего отца Исаака. Бог говорил с Израилем в ночном видении. Вот что он говорит. Иаков, Иаков. Ну, это обращение по имени. Вот я, ответил Иаков. И он сказал, я Бог, Бог твоего отца. Не бойся пойти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ. Народ действительно распространился так, что их отпускать вот не хотят. Я пойду в Египет вместе с тобой. То есть не просто там, мы с вами говорили об этом, да, ты вот пойди, я тебя там пошлю, ты пойдешь, сделаешь, что нужно, вернешься. Нет. Господь — это не человек. Я пойду, а вот тут, где говорится о том, что я пойду с тобой, там мы с вами говорили, в Египет спускались, совершенно верно. Я спущусь вместе с тобой в Египет, я же приведу тебя обратно, я вытащу тебя из Египта. И глаза тебе закроет рука Иосифа. Но нет ничего лучше, когда любимый сын, да, тебя и похоронит. То есть это исполнение вот этого вот обетования, которое дано, Еще Яков. да,
без малого за 5000 лет, да, вот до того, 400 лет же. да, без малого, вот без малого, без этих 100 лет, за 400 лет до того, то есть Господь пойдет, будет с нами, Он действительно с народом, мы с вами говорили, вопль народа дошел до Господа, вот. Следующий стих. А ты вели сынам и дочерям Израилевым, чтобы они просили у своих соседей и соседок серебряные и золотые вещи. Да, вот спрашивать, Шаль, да, спрашивать, расспрашивать, требовать, отпрашиваться, просить. Вот тут интересно. Да, кстати. Это очень интересно. Какой социальный статус, еще раз давайте восстановим? Рабы. А как им дали? Да, вот рабы. Да, действительно. Так не бывает. Да. Ну, Господь говорит, вот Господь говорит, вели, да, или скажи вслух перед сынами Израиля, буквально, скажи вслух перед всеми израильтянами, чтобы они попросили, вот какое действие, просить разрешение, даже попрошайничать, просили у них. Друзья мои, так не бывает. Мало того, что эта страна, все бедствия, египтяне знают, по вине кого, да, все эти бедствия, так еще и 400 лет пребывающие, да, там, ну, какой-то период времени, может быть, они были свободны, но и большую часть времени их социальный статус не позволяет им что-то там требовать или выпрашивать. Это мы в собес можем выстроиться, да, требовать, там, я не знаю, у любых, да, каких-то ведомств. Но мы-то граждане. Да, не граждане уже не могут требовать, а рабы требовать могут. После революции. Вот, совершенно верно. Совершенно верно, да. Вот. Это когда поменяетесь местами, там, да, вот, скинете, сделаете этот народ рабами, а сами займете их место. Ну, по принципу умирающего дракона. Но здесь-то речь не об этом. Что значит попросите? Что значит попросите? Вот это вот хлей кесеф, ухлей загав. Сосуды, вещи, изделия, орудия, оружие, смотрите, приборы, серебряные кесеф, везахав и золотые. Еще раз давайте, вот это вообще самые драгоценные камни, и драгоценными были спокон веков, да? Сосуды, изделия, орудия, инструменты, оружие, приборы, и все это из серебра и золота. Это фактически воровство. Просто попросите, говорит он. Следующий стих. Господь сделал так, что египтяне были добры к сынам Израиля. К тому же все египтяне и вельможи фараона, и простой народ чтили Моисея. Да, вот на это давайте обратим внимание, потому что, вы знаете, в Новом Завете мы с вами часто это наблюдаем, да? Господь не просить, где мы это? Ну да, вот в нашей современной литературе. Давайте вспомним произведение внука протоиерея Киевского собора, сына профессора Киевской духовной академии Михаила Булгакова. Вспомните, что говорит Воланд в сцене вот общения с мастером и Маргаритой после бала у сатаны. Правильно, говорит он, никогда не просите, сами дадут. Но обратите внимание, кто произносит эти слова. Воланд. Воланд он кто? Да? А если мы обратимся к Новому Завету, то там что с вами читаем? Просите, И вам. и дано будет вам. Стучите, и отворят. То есть не просите, сами принесут. Это ведь архиэгоизм. Это не просто гордыня. Каждая бытовой гордыней обладает, это понятно. Но это не просто гордыня, это гордыня поистине сатанинская по своей сути. Не просите, сами принесут. О как! Понимаете? О, какие замечательные взаимоотношения проповедует в Москве
прилетевший на небольшой период времени, да, Воланд. Вот какие замечательные. Так не бывает. То есть, с точки зрения сатаны, да, не просите. Но как здесь-то это произошло? Скажи вслух рабам, фактически, да? Вот они там висят буквально на волоске. Если процесс исхода не пойдет, то есть если исхода не будет, египтяне с этими евреями сделают такое, что вот эти вот все как бы там работать, самим собирать тростник для кирпичей, все прочее, это сказкой покажется. Понимаете, это будет, да, вот такой геноцид. То есть вот все висит на волоске. И тут вдруг от Господа повеление: попросите у них еще и золото, серебро. Не бывает. В реальном состоянии это абсурд. Если бы книгу Шемот, Исход писал бы обычный сценарист, он бы там обязательно ввел бы какую-нибудь авантюру. Да, там должна быть, ну, по закону жанра такого развития не происходит. Да, за что-то, конечно. Но мы с вами говорили, что сама идея исхода абсурдна. Без денег, без оружия, без социальной поддержки какой-то, ну, хотя бы связи с врагами Египта. Ничего нет. И заметьте, то, чего боялись египтяне, этого нет. То есть египтяне боялись, умножился весьма народ израильский, как бы не вступил он в сговор с нашими врагами, да, упреждение идет. А вот заметьте, весь процесс проходит, но никакого сговора ни с каким народом. Ну там по плодородному полумесяцу есть еще государства, и на юге еще есть Абиссиния, да, откуда могут кочевые племена приехать. Но есть государства, с которыми Египет воюет. Ничего подобного нет. Мы с вами особо подчеркивали, это не политический, не экономический, не социальный. Тут никаких подоплек, никаких аспектов нет. Это желание Творца. Так говорит Господь. Моисей просто повторяет слова. Так говорит Господь. Это не от меня, не от того, что у нас там старейшины собрались, не от того, что у нас партии образовались. Ничего подобного. Так говорит Господь. Это над политикой, это над экономикой, потому что рабы, над социальным положением. А вот как? Ну не может быть, чтобы вот попросили и дали. Ну действительно, так на самом деле не бывает. Это правда. Так не бывает. Но что произошло? Вот вы прочли, Господь сделал так, вот опять действие Господа, а вот тут уже сделал, обратите внимание. Это как бы одно и то же, вот в русском языке, да, одно и то же действие. Господь сделал, что ужесточил сердце фараона, Господь сделал, египтяне были добры к сынам Израилевым. Разница в чем? В этих действиях, да, которые мы описываем как действия Бога. Когда Господь сделал, то есть ужесточил сердце фараона, он фараона оставил. Он фараона оставил, и фараон остается наедине со своей природой, какой? Пожираемой страстями. У фараона там свои химеры. А здесь, когда мы читаем, здесь он дал. А что он дал? Вот каким образом они стали вот такими? Предал, буквально текст, предал Господь милость народу в глазах Мицрим. Милость. Это слово мы с вами уже проходили. Хен. Очарование. Миловидность, элегантность, приятность, благодать, благоволение и благорасположение. Обратите внимание на греческий эквивалент. Харис – благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, признание. Друзья мои, эти оба слова и на еврейском, и на греческом, древнегреческом, на русский переводится одним словом – благодать. Вот это вот слово благодать, вот оно и есть, оно так и звучит. Хен и харис.
мы когда просим у Бога благодати в молитвах, вот это слово стоит. Харис. Господь, когда дает благодать людям, да, вот именно это слово. Харис. Это и есть действие Божие. То есть на этом примере Хари Кришна любит? радуйся, Кришна, это то же самое. Слава Кришне, это то же самое. Ну, я не знаю, может быть, санскрит и древневечный, безусловно, конечно, есть связь. Но я не знаток санскрита, поэтому ничего не могу вам сказать по этому поводу. Ну да, звучит похоже. Но обратите внимание, когда Бог оставляет действие такое, как с фараоном, когда Бог дает, прочтите эти слова. Вот это то, что дает Бог. Прочтите их. Посмотрите. Это действие Бога. То есть это не... в переводе это звучит одинаково. То есть Бог сделал этого фараона, ожесточил его сердце, Бог дал милосердие. Казалось, что Бог дает и добро, и зло. Мы с вами не для этого книгу Иова, помните, проходили? Столь подробно, чтобы понимать, а что Бог дает. Что Бог дает? Ведь промысел Божий, мы с вами говорили, он подразумевает и попустительство. То есть, когда тебя попускают, и непосредственно действие. Так вот, действие Бога, оно всегда благое, оно не бывает другим. Действие Бога – это не смерть, это не голод, это не ужас, это не война, это клевета на Бога, так утверждать. Не без воли Божией, безусловно, это происходит, потому что Он Творец. Но это не действие Бога. Тот, кто так говорит, не знает Бога. Он, как вам сказать, не знает не то, что там книжки не прочитал. Конечно, вы знаете, есть богословы куда более умудренные, чем мы с вами, вот, и так далее, и так далее. Речь не об этом. Знание, мы с вами говорили, помните глагол «яда», познавать? Это быть сопричастником. Вот мне всегда интересно, какому Богу молятся люди, которые других людей проклинают? Какому Богу они молятся? Вот для себя. Не то, что там для кого-то, для себя. Вот когда апостол говорит, не можете одним и тем же языком благословение и проклятие раздавать. Да, это почему? То есть, а кому ты обращаешься? То есть, когда человек проклинает, он рисует у себя в голове, такого Зевса, Бога справедливости, который вот к ногтю всех, кто грешит, и так далее, и так далее. Но это из-за чего? Он себя не видит, или она. Человек, когда не видит себя, вот тогда всех может и проклясть, и все что угодно. Да? А ты кто? И к кому ты обращаешься? Ведь Господь, мы-то с вами уже живем в новозаветную эпоху, мы-то с вами уже христиане, Господь через Иоанна Богослова нам что открывает? Бог есть, да, Бог есть любовь. Кому же ты молишься? Это сопричастником кого-то, кого-то, но не Бога. Кого, я думаю, понятно. Поэтому, когда мы говорим о хен или харис, речь идет о благодати в прямом смысле этого слова, о том, что дает Бог. Вот дар, благодать – это дар, да? Действие. Вот после учения Григория, святителя Григория Палама, мы говорим уже, у нас уже догматы есть такой, да, энергия Бога, да, вот энергия. Сила Бога, вот вы на литургии постоянно слышите динамис, возглас, да, сила. Сила Бога, энергия Бога, действие Бога, благодать Бога. А какие они? Деяния Бога. В Ветхом Завете мы с вами прочли. Сказал Бог, да будет свет, стал свет. Сказал Бог, да будет произведет земля, произвела земля. То есть мы с вами видим появление творения, да? Потом в седьмой день Бог почил. То есть мы с вами говорили, что значит почил.
не сел, да, сложа руки, то есть заботиться уже о сотворенном. А вот в Новом Завете мы-то с вами живем, да, мы с вами не современники этого действия, мы с вами современники иного действия. Какого? Иисуса Христа. Да, новозаветного. А что мы получаем, когда действует Бог? Наказание, болезнь, смерть, страдания. Что Бог дает нам? Избавление от греха, искупление греха нам Христос. Вот апостол Павел, послание к несмысленным галатам, которые в свое время оставили благодати и опять эти ветхозаветные дебри несколько ушли, чтобы их вернуть как сынов света, он им пишет послание. И в этом послании, в 5 главе, в 2 стихах он говорит: плоды Духа. Вот если Дух среди вас, то плоды какие? Любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, добро. Вот понимаете, евреи были рабами. Но когда Господь начал действовать в среде египтян, египтяне как новозаветные восприняли, вот находясь вот в этом страшном состоянии, да, Ветхого Завета, где и законы такие суровые, и состояние людей, вы понимаете, они от дохристианский мир от постхристианского отличается весьма существенно. Мы с вами часто об этом говорим. Вот люди, не знавшие Христа, когда Бог начал действовать, посмотрите, что произошло. Они плоды Святого Духа восприняли. Вот. Это действие Бога. Это не когда Бог оставляет, а вот когда Бог действует. Когда Бог действует, не землетрясения происходят, и люди гибнут, да, не корабли там тонут, и не самолеты взрываются. Нет. Великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Смотрите, ведь мы часто, когда речь идет о педагогике, да, говорим: держи себя в руках. Держи себя друг дружке, говорим: друзья мои, держать себя в руках – это тратить опять собственную энергию. Это тоже язычество. Держать умение владеть собой – это что? Это плод Святого Духа. Это действие Бога в человеке. И послание к Коринфянам, пожалуйста, это внешнее проявление. В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу церкви. В словах одного Дух дает мудрость. В словах другого тот же самый Святой Дух дает знание, гнозис. Кому-то тем же Духом дается вера, истис, кому-то дары исцелений. Вот это действие Бога. Мы же молимся с вами Царю Небесный. Что мы говорим? Приди и вселись. А для чего? Как? Что? Вот. Далее. Одному чудодейственные силы, другому пророчество. Это все в церкви. Третьему способность различать духов. Иному даны разные языки, кому-то способность толковать сказанное на этих языках. И все это действие от одного и того же, совершенно верно, Бога, Духа. Все это действие Его, Он наделяет каждого, но как? Опять смотрите, по Его усмотрению. Обратите на это внимание. По Его, по своему усмотрению. Бог наделяет по своему благословению. Собственно говоря, вот это и произошло. Благодатное воздействие Святого Духа на ветхозаветных людей, на египтян, на язычников, на тех, кто там плясал вокруг своих осирисов, на тех, кто там поклонялся невесть кому, на тех, кто уничтожал избранный Богом народ. Бог не взирает на лица и действует там, где Он хочет. Египтяне были неправы, но Бог действует в них. Египтяне язычники, они поклоняются идолам,
Но Бог проводит вот этот процесс демифологизации и действует в них. Бог дает египтянам благодать. Но у египтян нет заслуг перед Богом. Они не знают истинного Бога, они не молятся истинному Богу. А благодать – это дар. А дар не бывает за заслуги, говорит апостол Павел. Иначе это не дар. И Дух, говорит тоже апостол, дышит, где Он хочет, а не где нам кажется, что это должно быть так. Дух делает так, как Он считает, а не так, как в нашем представлении это справедливо. Мы с вами опять возвращаемся к этим пророческим словам. Ваши мысли – это не мои мысли, говорит Господь Бог. Ваши слова – это не мои, соответственно, дела. Об этом мы уже как бы и говорить не можем. То есть нас послушать Бог наказывает, Бог проклинает, Бог стирает с лица земли. Ну, как бы, наш Бог, Он вот такой. Он справедливый. Да? Вот что говорит Господь в Новом Завете, согласно Евангелию Иоанна. А Иоанна апостолом мы называем как? Апостолом любви. И вы знаете, вот мы часто говорим это любовь, 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 апостол любовь, Бог есть любовь, возлюбил Бог мир и так далее, и так далее. Не только в нашем языке и в наше время, но и во всех языках, и во все времена. Любовь, она разная. Слово бывает одно, а значение бывает очень разное. И, конечно, в период особого нравственного подъема происходит также и деградация этого понятия. Ну, что сегодня подразумевает под словом любовь? Да? С точки зрения... А это ведь не важно, в 21 веке мы это говорим, или в 20-м, в 19-м, или в 19-м до Рождества Христова. Не имеет значения. И вот почему. Давайте посмотрим, что оно означает. «Я даю вам новую заповедь, — говорит Господь, — любите друг друга». Ну, казалось бы, что тут непонятного? И у нас не получается, мы каждый раз сюда приходим, исповедуемся, уходим, вот батюшка согрешил, там вот не имею любви, не имею того, не имею всего, опять уходим, вот опять приходим, и вот так вот каемся. Почему? Потому что есть заповедь. Какая? Любите друг друга. Как я вас полюбил. А вот это уже интересно. Это уже характеристика этой любви. Не просто любите друг друга, как мы вот своими силами это можем сделать. Как я вас полюбил. Это какая-то, может быть, другая любовь. А что это за любовь? Которой Он нас полюбил. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Не как вы там заповедь даю вам, любите друг друга, там и все, и свободны. Не-не-не-не. Как я вас полюбил, так вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики. Мы же христианами с вами именуемся. Так вот, все узнают, что вы христиане, если вы будете любить друг друга. А эти слова он когда произносит? В какой момент истории новозаветной? Момент очень простой. Он умыл ноги своим ученикам. Это ночь перед, совершенно верно, страданием. И вот, зная, что мне предстоят страдания, Господь говорит, заповедь новую даю вам. Вы же знаете все эти заповеди, да? 613 заповедей Ветхого Завета, учите их там у себя в синагогах, все прекрасно, да, все замечательно. Ну, собственно говоря, и мы-то знаем, да? Ну как, обсора. Друзья мои, ну кому неизвестны заповеди, поведенческие, нравственный кодекс. Да? Вы же знаете, новую даю вам, новую. Любите друг друга, как я вас полюбил. И вот мы ходим вокруг этого, любите, ну вот пытаемся любить. Как успехи? А это серьезный вопрос.
Это я сейчас не иронизирую, это серьезный вопрос. Это мы ведь каждый себе задаем этот вопрос. Как успехи? Мы сейчас не говорим даже, знаете, мы сейчас не говорим даже о каких-то там, это, знаете, о государствах, об обществе, о чем-то. Друзья мои, как в нашей христианской среде успехи? Вот. Отрицательные, если честно говорить. Да, если честно, да. Если так раскрасить все, вроде удовлетворительно. А так, на самом деле, нет успехов. И вот давайте обратим внимание на этот глагол «любить». Агапао. Вот этот глагол был использован. И вы должны, да мы с вами должны, что понять? Везде, где мы читаем в Откровении, там, я не знаю, творение святых отцов, о любви Бога к человеку и о заповедях, которые дает Бог, именно вот этот глагол стоит. Вот в Новом Завете именно этот глагол. Везде, где речь идет о любви Его к нам и о заповеди, как мы должны действовать, стоит вот этот глагол. Смотрите, что он означает. Заботиться, желать добра, испытывать привязанность, находить удовольствие в чем-либо, ценить, ставить выше, предпочитать и воздавать почести. Это высшая форма любви, иначе милосердия. Вот тут, друзья мои, возникает, конечно, вопрос. Мы перед этим прочли. Даю вам новую заповедь. Да? Прочли. Любите друг друга. Значит, друг друге, а друг о друге заботьтесь, желайте друг другу добра, испытывайте друг другу привязанность, находите друг в друге удовольствие. Вы не стесняйтесь, читайте, это все-таки заповедь. Это же не я вам как бы, да, дал. Цените друг друга, ставьте другого выше. Это вообще невозможно для нашего эго. Наше эго, чтобы другого поставило... Мы общаться перестали, вы знаете? То есть мы-то общаемся именно сверху, то есть снисхождение мы как воспринимаем? Мы милосердие как воспринимаем? Причем филантропия от заповедей любви к ближнему очень сильно отличается современно. Потому что мы помогаем от избытка, а когда помогаем, мы кому помогаем, всегда стоим ниже того, кто помогает. Более того, само общение, сама коммуникация, она построена так, что человеческое эго как-то подключается к другому, только опустив его не на свой уровень. Это не всегда. Вот с этим точно. И слава Богу. И вы знаете, не слава нам. И знаете, не слава нам, слава Богу. Но если мы обратимся к нашему сердцу, то только так. Иначе бы не было чего? Ссор, распри, ненависти, обида, проявление гордыни. Самое яркое проявление гордыни – это обида. А кто обижается? Эго обижается. Эго не оценили. Вот, поэтому это всегда так. Всегда, во всех наших отношениях, даже самых близких, даже самых сокровенных. И вы теперь понимаете, почему Господь на слова этих всех пророков, как тебе имя, не дает имени. Потому что эго пытается Бога знаком припечатать и в собственные мысли опустить. То есть, иначе говоря, что человек пытается, когда общается с Богом, сделать? Дать Богу место в своих эгоистичных представлениях. А ведь у Бога будет место отнюдь не над эго, всегда будет под. В этом язычество. В этом язычество. Поэтому Бог не дает никаких имен. Мы с вами говорили, что такое Иегова? Существующий. Тот, кто есть. Тебе достаточно. Если ты хочешь молиться, тебе достаточно. Потому что человек всегда будет к тому полученному знанию, да, который всегда будет относиться с течением времени с пренебрежением. Вы знаете, вот нас, когда готовили к священнослужению, вот на пасторском ВСУ, часто
говорили о том, что да, вначале вы будете входить в храм очень благоговейно, но пройдут годы, и не только в храм, к престолу ты будешь, и в алтаре ты будешь себя вести уже совсем не так, как это было в начале. Почему? Это человеческая природа. А благоговение – это дар Божий. И это состояние человека. Не признав это, мы не двинемся дальше. Это я вам говорю о священстве. Но это же касается всех. Это же не только как бы крестоношение только священников, это всех касается. Так вот, единственное, что мы сейчас успеем с вами рассмотреть, это знаменитый диалог, который после воскресения, мы как раз с вами сейчас это время, да, празднуем, после воскресения, то есть от Пасхи до Пятидесятницы, Господь восстанавливает в апостольстве Петра. Вспомните этого апостола, какой он был горячий. Пойдем с тобой и умрем, все предадут, я не предам, да? И вспомните этот крик духа. Вот когда Господь после воскресения является Петру, он разогревает рыбу, они спускаются. Петр прыгает, когда ему Иоанн говорит, это учитель, он прыгает, он же горячий. И вот там, на берегу, происходит процесс восстановления его апостольства. А как? С Господом не бывает фантазии, друзья мои. Там нельзя, знаете, вот в общении с Господом нельзя, знаете, там приукрасить, там, вот всей этой семантики быть не может в общении с Богом. Там все искренне. И вот этот диалог. Симон Варионин, то есть Симон сын Ион, любишь ли меня? Помните его? Да, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Второй раз. Симон сын Иона. Но после этого паси агнцев моих, паси овец моих. И в третий раз, когда спрашивают, Симон, сын Иона, любишь ли меня? Что он им отвечает? И воскорбел он в сердце своем, когда в третий раз сказал, Господь, любишь меня. Ну вот, друзья, мы вот это мы все читаем, да, любишь. Значения разные. Сердцем чуем, что разные значения. А вот в тексте один глагол стоит, одинаково звучащий. Вот мы с вами, когда, я еще раз повторюсь, говорим о любви Бога к людям, вот это слово стоит, агапао. Но для обозначения любви у древних греков было много слов. Было слово «эрос». Ну, что такое «эрос», я думаю, особо как бы объяснять, да, сейчас никакого смысла нет. Это обычная половая любовь, да, страстная любовь. У них и Бог эрос, или эрот. И все, что мы называем эротическим, это относится вот к этому глаголу. Филия. Слово филателист. Любящий. Филоавтомобилист, да? Любящий автомобиль. И так далее. Любая филия может быть любой. То есть это привязанность к каким-то вещам. Любовь к родителям, к детям, ну там тоже бывает. Агапа или агапе – это любовь жертвенная. Мы с вами глагол агапао отсюда происходит. Говорили, любовь к ближнему. И сторге, чаще всего семейная. Но как бы они синонимичны, то есть мы понимаем, что речь о связи идет, как бы они похожи. Но разница все-таки есть. И вот смотрите, в этом диалоге апостола Петра со Христом, а точнее Христа с апостолом Петром, в первый раз Господь спрашивает: Симон, сын Ионин, любишь ли меня? Он спрашивает: агапао, то есть любишь, заботишься обо мне, желаешь мне добра, испытываешь ко мне приятно, ценишь меня, ставишь меня выше. Жертвенность есть у тебя по отношению ко мне. А когда Петр отвечает, он говорит: Господи, ты же все знаешь. Ты же... И теперь я знаю. Я же тебя предал. Я же тебя предал.
Ты знаешь, что филео, отвечает Петр. Ты знаешь, что я отношусь к тебе по-дружески, испытываю привязанность, питаю чувства, склонность какую-то имею, но жертвенности нет. Глагол другой. Филео, дружба, привязанность. Но как только наступает испытание, вот такое, как крест, не было рядом со крестом Петра. Не было. Женщины стояли. Еще один персонаж стоял, но о нем чуть позже. Женщины стояли. Не было Петра, который кричал. Второй раз спрашивает, когда Петр это исповедует, а это исповедание. То есть Господь-то все знает, но Петр-то наконец понял, кто он. И когда Петр исповедует, он говорит, ты все знаешь, Господи, у меня такой любви нет. У меня нет. У меня филео. Господь ему говорит, паси овец моих. То есть будь апостолом. У тебя знание о человеческой природе. Это главное знание для того, кто должен быть духовенством, религиозным лидером, священнодействовать, душепопечительствовать, да? А с таким знанием, зная, что у тебя, ты знаешь, что у тебя нет моей любви, да, ты будешь апостолом. Второй раз спрашивает его Господь, Симон, сын Ионин, любишь ли меня, есть ли у тебя вот эта любовь? И второй раз отвечает он, ты все знаешь, Господи, у меня филео. Опять, паси овец моих. Но когда в третий раз спрашивает Господь, он уже не так задает вопрос. Он задает вопрос, Симон, сын Ионин, у тебя просто привязанность ко мне, и воскорбел Петр в сердце своем, что сказал Господь филео, то есть просто привязанность, и сказал опять да. Вот на такое смирение Господь говорит, что ты восстановлен в звании апостольства. Паси агнцев моих. Господь все знает, а вот Петр показал, что да, он теперь все понял. Он все понял. У человека есть, друзья мои, филео, у человека есть сторги. Конечно, эротика есть у человека, но агапа – это дар Божий, потому что Господь говорит, как я люблю вас. Не так, как вы друг друга. У вас эротика, филео, выгода, семья, у вас понятно что. Как я люблю вас. Я-то ставлю вас выше. Я-то вас ценю выше. Понимаете? Я-то вам воздаю почести. Он же ноги умыл перед этим. Я вам воздаю почести. Бог человеку воздает почести. Вот дела Божьи. Человеку, которого этого никак не заслуживает. Всегда, друзья мои. Потому что агапа или любовь Божья, она не заканчивается. Все пройдет, говорит апостол. Языки умолкнут, все эти знамения и чудеса прекратятся. Любовь Божья не придет никогда. А кто был? Кто был у креста? Да. Один из учеников его, которого, пишет Иоанн Богослов, любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Здесь стоит глагол, вот он стоит, этот глагол, Игапа, да? О Иисус. Петр говорит, я пойду с тобой, я умру за тебя, я сделаю и так далее, и так далее. То есть он действует автономно от Бога. Иоанн Богослов остается у креста. Но там, он говорит, один из учеников не называет себя по имени,
нигде Иоанн Богослов не называет себя по имени. Ну, друзья мои, это апостол в полном смысле этого слова. Он говорит, один из учеников, которого любил, и тут стоит, друзья мои, глагол. Петр исповедует это после воскресения, а Иоанн говорит об этом на Тайной вечере, которого любил Иисус. И этот Иоанн, апостол любви, не потому что он проявляет любовь, потому что он верит в жертвенную любовь, которую к людям проявляет Бог. Вот эта вера приводит его ко Христу вместе с Пресвятой. Вот мы с вами видим. Вот оно. Вместе с Пресвятой Богородицей. Те, кто бил себя в грудь и кричал, что никогда не предам, люди, выдавливающие из себя филео, эрос или сторге, они ко Христу в Голгофе не подходят. Потому что это их человеческие чувства, которые свойственны и египтянам, и персам, и кавказцам, и славянам, и африканцам, и американцам, и кому угодно. А вот та любовь, которую Бог проявляет к людям, вот это агапа, она свойственна только христианам. Потому что только когда мы верим в эту любовь, верим в Бога, да? А какого Бога? Богов, ну, знаете, представление об этом очень большое, который любит, который заботится, который ставит выше, но не по делам. Петр-то предатель. Предателями разговор короткий, к стенке. Когда это с предателями разговаривали? Ну-ка вспомните. С предателями разговор... Нет, не по заслугам. Не по заслугам. Но по благодати. И вот эта благодать нам позволяет открывать для себя мир духовный. Не там, где мы своими силами боремся со страстями, какие-то неимоверные посты держим, молитвословия какие-то. Ну и, конечно, мы же добродетель совершаем. Кто так не добродетель, как мы, да? Нет, друзья мои. Открывает дорогу к Богу, к Голгофе и к воскресению. Потому что после Голгофы всегда идет воскресение. Открывает агапа. Вера в божественную любовь к человеку, не по заслугам человека. Вот она открывает, она ведет. Ничего более. И на примере Иоанна Богослова мы это видим, но и на примере истории церкви. Трапеза, священная трапеза, за которую принимают причастие, называлась агапа. То есть христиане собирались по примеру Господа за трапезой. Каждый что-то приносил, все вместе что-то вкушали, потом благодарил, кто-то священнослужитель, кто-то благодарил, разламывал хлеб и вино, и совершалось причастие. Причастие совершалось по окончании трапезы любви. Какой трапезы любви? Жертвенной любви. То есть люди собирались, что-то приносили, приношение, проскомития, у нас и сейчас часть литургии. В нашей литургии это все сохранилось. Только с течением времени это все стало таким, знаете, сформировалось несколько известным вам виде, да, вот сегодня. Священник выносит из алтаря чашу и все прочее. Трапеза любви, трапеза, когда каждый приносил хлеб, вино, масло, кто-то какую-то там еще трапезу, может быть, зелень, может еще что-то, да. Вот ели за одной, так она и называлась, братская трапеза, вечеря любви, агапа. Об этом Новый Завет и первые
2 века христианской истории об этом говорят вот труды Иоанна и Игнатия Богоносца и прочих. Да? Вот так совершалось причастие. А как можно причащаться иначе, если не этой любви? Какой любви? Какой? Эротической, строгой, семейной, филейной? Какой любви причащаться? Чего мы достойны? Мы что, в семейных узах находимся с кем-то, да? Или что? По знакомству? Нет. Только благодаря божественной любви, возносящей человека. Возносящей человека. Всегда. Какие бы грехи он ни совершал. У кого есть вопросы? Да, пожалуйста. Исходя из этого, получается, что на примере Иоанна Богослова, эта любовь Агапа, она только по благодати Божией получается? Она божественная. Только. Она божественная. Друзья мои, еще раз внимательно посмотрите на заповедь. Она так и звучит. Как я вас возлюбил, это же не эротическая любовь, да, и не семейная. Не потому, что мы с вами одной крови, выросли в одной семье, знакомы, и вот я вас люблю, вы от рода моего, вы плоть от плоти и кровь от крови. Нет. Не потому, что я с вами давно дружу. Там всего 3 года было. Никакой давней дружбы не было, да? Вот. Как я вас агапео, так и вы друг друга агапео. Ни за что. Но это не наша любовь, это его дар. Вот о чем идет речь. Да. Еще вопросы есть? Если нет? Как? Ну вот вы об этом молитесь? Дар получают не за заслуги. Еще раз. Дар. Дар. Вот у вас, когда день рождения, вам подарки приносят? Вот не за что-то же, да, подарки. Ну, это как сказать? Это дары, потому что это люди. Вот у нас, вы видите, потому что это не агапическая любовь, это сторга, это семейная любовь, или филео, дружественная, адельфос, да, вот друзья адельфи, вот они вот, где они там, вот. Филия, дружба, филус, друг. Вот такая у нас, да, но это не агапическая. Помните, за что, а не за что, просто так. Просто так и не дается. Если ты плохой человек, то не дается. А если ты будешь... То есть Марк, Петр предал Господа. Нет, он не заслужил. Предал. Но мы же не предаем. Да. Вы знаете, я все-таки, Марк, отпущу всех, которые слушают, а с вами мы продолжим. Марк, помолимся. Достойная этого истинного жития, Богородицы, пресложения, ты непорочная Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейший бессмертный Серафим. Без изменения Бога, Слова лучше сущую Богородицу, тебя величаем. Спасибо. Христос Скажите, воскрес! пожалуйста, вы нам обещали, вот Данила, пророка, когда мы к нему подойдем, исход закончился у нас? Находимся где-то на середине. Как на середине? Мы никогда не закончим. Из этого Египта мы не выйдем.